Мир вам, братья и сестры. Стишок недавно небольшой сочинил. Аз есим, живой я, вопреки миллионам причин небытия. Аз есим, это чудо из чудес, благодаря тому, кто умер и воскрес. Так, мне немножко солнце в глаза светит, но ничего страшного. Вот, в общем, нож очередной. Так вот, сделали с Божьей помощью. Сам не вылетает с ножом, держится крепко, вынимается одной рукой, то есть пальцем упираетесь и вынули. Все натуральное, то есть рукоятки ничем не крашу, ножны тоже, это натуральные цвета его все. Вот. Приступим к испытанию. Это рук лося. Угол заточки здесь очень острый, поэтому там кости рубить им, конечно, не рекомендуется, но если там надо, допустим, то обычно вот у меня жена так делает, короче, да и я сам. На косточку наставили, на обух надавили, он прорезает кость обычно. По дереву показать. Для начала построгаем. Видно, да, как прорезается. Еще попробуем просверлить дырочку. Ну, тут я, конечно, склоняюсь больше, чтобы не просверлить, а прорезать как бы по кругу. Вот так вот режете. Так, я, конечно, на камеру немножко волнуюсь, как бы все это как-то. Ну, вот этот же нож я использую для того, чтобы ножны вырезать, как внутри ножен, так и снаружи. Вы же обратили, наверное, внимание, что они у меня деревянные и обтянутые хвостом кожей без швов. Вот. Ну вот уже и отверстие. Там, конечно, это времени, если было больше, ну, я бы не стараюсь ролики не затягивать. Так, ну показал бы еще там, как она. Такой вот решил, это армейский ремень. Просто как показать, как такие вещи она. Нож, в принципе, режет легко. Далее по газетке проверим. Двумя пальчиками держу. Да, чтобы показать, что после дерева, после рога нож не затупился. Так, и хвостик. Это вот ножны, как делаю, я вот таких хвостов очень много бывает, за день брею одним ножом, не подтачивая, и хватает. Видно, да, примерно, как это все выглядит. Тряпку, как всегда, не взял. Ну, ничего страшного. Теперь это, что еще хотел показать. Любой нож рано или поздно затупится, конечно. Править такой нож очень легко. Это вот деревянный брусочек, кусочек наждачки. Гридность в зависимости от затупления сами подбираете. Ставите на что-то, ну вот таким вот образом, например, и по плоскости со стороны дула. То есть заточка получается у вас в ноль, без подводов. За счет этого рез очень хороший. Вот эта выемка, она, короче, занимает большую часть, дол занимает большую часть плоскости, поэтому правится очень быстро. С обратной стороны только вот заусенчики снять. И еще когда режете, его что-то врезается глубоко. Там, мороженое мясо, например, или резина. В этом месте сопротивления нету, и получается нож легко идет. В общем, преимущество такой геометрии. Так, не забывайте смазывать. Смазка никогда не... Ой,
Это вот зря я, конечно, открыл. Новая. Такая смазка у меня есть. В общем, мажете им лезвие. Клинок сам. И также ножны. Смазываете этой же смазочкой. Уже особенно подвес, чтобы он не пересох, чтобы он не влагу себя не тянул. Внутри тоже можно вот так пальчиком слегка. Устья нужен. В общем, примерно как-то так. Хотел немножко еще поговорить с вами про такую тему. Там вот, хейтерам всем привет. В последнее время что-то волна такая хейтера обрушилась. Но там хочу вам сказать спасибо, да. И поблагодарить за то, что не даете как бы забронзоветь. Слава Богу. Ну и хотел вас успокоить еще, что на самом деле я намного хуже, чем вы думаете. Вот. И что, в основном я понимаю людей, да, но не каждый может себе позволить нож от Владимира Владимировича. Дорогие ножи, я дешевые не делаю, сразу говорю. Но тут и труда немало, так бы. Мне тоже как бы жить надо, семью за что-то кормить. И поверьте, звезд с неба не хватает, короче. У меня даже автомобиля своего нету. Ну и как бы нет и нет, и бог с ним. Но дело не в том, а в том, что там на канале у меня есть, короче, видео про то, как сделать нож самим. То есть попытайтесь, попробуйте сами сделать все это. Как шкуры, хвосты выделывать, как брить их, короче, как вот замачивать сначала, засаливать, потом по мере необходимости достаешь, как бы в уксусе вымачиваешь, потом после уксуса и вымочки вымачиваешь его в мыльном растворе, потом брею. В общем, ну, подвес вот этот вот один, например, вот у меня полдня уходит на то, чтобы его просто вот пальцами ходить и мять. Ну, можно как бы, да, удешевить все процесс, короче. Вместо этого, например, взять какой-нибудь шнурок, например, купить, поставить. Ножны тоже делать обычные. Но обычные ножны, например, такого качества ножей, они просто прорезают. Деревяшка, слава богу, все вот нормально. Такие ножны служат. Вот. В общем, так что, дорогие хейтеры, на меня, пожалуйста, не обижайтесь, как бы. Ну, не можете. Я, например, тоже вот бывает там вот ружье взять, короче, да, к примеру. Есть ружье за 3000, а есть ружье за 3 миллиона. Ну, мне нравится, допустим, ружье за 3 миллиона, да. Оно хорошо сделано. Но я себе не могу его позволить. Но я же себе не говорю там, короче, что не обвиняю производителя в том, что он обманщик, что он Богом прикрывается, такие были комментарии. Я раньше как бы был этому рад сильно и вел с ними дискуссию. Обычно такие люди, они сами себя на смех поднимают. Но сейчас я этого не делаю, потому что как бы не искушать их стараюсь на грех. А просто беру, блокирую и все. Так что не обижайтесь, что я там кого я заблокировал. Вот. И, в общем, всего самого доброго. До свидания.